Здравствуйте, а на сцене команда «Прогноз». Посмотрите, кто там стоит! Привет! 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 Так, девчонки, что вы тут устроили? Ну-ка, разошлись. А чё ты постоянно трубку берешь? Мне твой звук для фона нужен был. Артем, ты чего на сцену выперся? Это КВН, здесь шутить нужно. Я не думаю, что ты умеешь шутить. А я не думаю, что ты умеешь думать. Чего? Тихо, ребят, вы чё? Хватит ссориться. Вот именно, у меня вообще-то в зале девушка сидит, а вы меня позорите. Ой, Артем, твоя девушка, наверное, слепая, глухая и глупая, раз с тобой встречается. Так слушай, это идеальное описание нашей команды. В смысле? Слепая, глухая и глупая. Эй, ты что слушай? Он тебя глухой назвал? А? Глухой, говорю, тебя назвал? Тихо, давайте не будем ссориться, мы все-таки команда КВН. Команда КВН «Прогноз погоды». Самая дружная команда этой игры. Солист группы Quest Pistols на секунду понял, что исполняет полную чушь. Тут свеж, ничего себе, ничего себе. Покажи всем, покажи. Тут свеж, нет, тут свеж, ничего себе. Покажи всем, что ты чувствуешь. Парень, который никогда не отвечал на парах, впервые в жизни поднял руку. Иванов, ну наконец-то ты! А ты говорил, я муху не сожру, гони полтос. А такая ситуация могла произойти абсолютно с каждым, где-то на остановке. Молодой человек! Молодой человек! Молодой человек! Что? А вы не подскажете, где улица Аксакова? Я не местная девушка, я не знаю. На концерте Олег Газманов упал в толпу, но его никто не поймал. Слушай, врача! Вот! Я же говорила, тебе под фанеру постоянно поет! За что вообще деньги отдали? А в каждой компании есть такой черт. Слушай, я тут недавно сериал начал смотреть, очень интересный. Называется «Доктор Кто». Тут такой сюжет завораживающий. Вот интересно, чем же он все-таки закончится? Ой, да я смотрела этот сериал, там вообще ничего интересного. Он заболеет, сядет на мотоцикл и уедет в закат. Ничего интересного. А, наверное, все знают, что чаще всего студенты питаются лапшой быстрого приготовления. Итак, давайте представим случай в общаге. Как же жрать-то Вообще. хочется? Может, хоть дошик заварить? Да, давай. Ой, а мне поломать, не поломать. Что? Поломать? Дошик? Это как есть-то вообще? Фу. Ладно, клади специи, все едят. Я без специй ем. Что? Без специй? Животное. Ты чё, дикая? Извините, Адель, но вы должны покинуть наш проект «Мастер-шеф». Вы большая молодец, вы шли до конца, вы боролись, но доширак без специй – это уже перебор. А мы никогда не знаем, где нас может достигнуть любовь. Итак, представьте, наш Артемка влюбился в работницу в пельменной. Здравствуйте, можно мне, пожалуйста, вот эти пельмени? А что вы делаете сегодня вечером? Ой, ну я вот сейчас закончу и можете меня проводить. Да, конечно. А именно так началась эта грустная история о любви, о которой мы сейчас вам расскажем от лица нашего Артема. Болит душа от потерь. Ой, парень, я пельмень. Наступит день, вскипят моря. Я бросаю пельмени, а ты бросаешь меня. Мы стали чисто с тобою, съедобной мишенью, мы слепались с тобою, как пельмени. А ты признание в любви считала просто текстом, пока мы мутили воду пресным тестом. Мы как-то встретились с тобой и влюбились.
Ведь его начинка не сравнится с моим фаршем. Кастрюля нашей любви дала трещину. И капли бульона скатились по плите бешено. Я не забыла тебе, я не забыла еде. Наша неверная любовь была нужна только мне. Ну вот зачем ты ушла? Мне было очень плохо. Ведь я любил тебя до последнего вздоха. Извини, но я поняла, что мне больше нравятся вареники. Мы больше не можем быть вместе. Болит душа от потерь, от вареника я пельмень. Наступит день, вскипят моря. Я бросаю пельмени, а ты бросаешь меня. И мне не жаль тебя, пельмешка Юля. Полный газ и на плите кастрюля. Время стоп, стоп, печаль. Пельмени сварились. Давай, братан, доставай. А на сцене была команда КВН «Прогноз погоды». Ешь, люби, играй в КВН.